Бэтмен? Держи. Скажи, что там за эту пачечку нам? Сразу говорю, это не реклама, просто вот попадается в кадр вот эти кашки. Ой, вкусно как. Он очень любит вот эти вот детские кашки. Рыбу мы тебе еще и не давали, да? Скажи, все, некогда заказать. Закажем красной рыбы. Обязательно ему надо дать. Ну, может, остатки какие-то давали, по-моему. Какие зубы у тебя мощные. Пальцами не отсобачь. То из-за еды сейчас можешь. Бэтмен. Бэтмен. Дрожи, сейчас я тебя нагрею, солому постелю. Вольер чистенький теперь, да? Кажется, никто за мной не ухаживал. Вот сейчас поухаживаем. Ну доедай, доедай. Твоя порция. Все, спрыгивай. Монстр. Добрый день, дорогие друзья. Посмотрите, у нас запустил акулу. Это сын Синая. А что тут происходит? Ребята, вы чё, блин? Луйка лезет. Луи подраться все надо. Луи подраться все надо. Сейчас Синай ближе подойдет к акуле. Посмотрите размеры. У нас Синай в холке, я уже говорил, примерно 64. 63-64. Сейчас акула рядом подойдет. Видно, насколько он выше сразу же. Это тут стоит. Синайка, морда твоя зажила, покажи. Шрам теперь такой ужасный. Я сейчас его на трос буду садить. Туда кубу пересаживать с сумкой. Он довольный какой. Не скучно хоть. Вот они будут теперь вместе на охоту ездить. И эти тоже дерутся.
Посадила куленка сюда. Посмотрите, как братик его Йети ведет себя. Лают на него. Облаивают, все хотят выяснить отношения. Вы посмотрите на этого гиганта. Посмотрите на его лапы. Это что такое вообще? Это что за медведь? Светлый, ты прям медведь. У нас, в общем, Ария течет. Вега родила. Посмотрите на эту чернышку тоже там. Сбоку припеку. Тук-тук-тук-тук. Смотрите на лапы. Оп-оп-оп. И не поверите, кто у нас потек. Вот, сейчас. Акула. Посмотри сюда. Красавец наш. Не поверите. Я сам не поверил. Это луйка. У нас течет луйка. У меня сейчас большой выбор стоит перед тем, кем ее вязать. В прошлом году у меня планы были на братиша, но братиш уже сидит с тайгой. Но тайга не факт, что потечет. Вот. Еще остается у нас один вариант, это Акела. Потому что нам высокопроцентные гибриды очень нужны для нашей селекционной работы. Тем более от таких волков, как братиш или Акела. Она высокая на ногах, под 70 сантиметров холки. Ну, точно быть 67-68. Вот, поэтому в работе она себя уже показала. Очень хорошо. Выставки все есть. Но вот высокопроцентного гибрида бы от нее получить было бы, конечно, шикарно. Длиннолапая она, длинноногая. Посмотрите, какая. Если честно, удивлен, что она вот потекла. У меня в мыслях было, что... Блин, хоть бы луйка вот потекла. И она раз и потекла. Я в шоке. И, если честно, когда Вега рожала, я думаю, хоть бы 2 сереньких и 2 беленьких. И бах, она родила 2 сереньких, 2 беленьких. Я офигел вообще. Думаю, что это такое вообще? Прям меня Господь слышит. Луйка, чё, к Акеле пойдешь? А? Через недельку. Или к братишу, если не получится Акела, к братишу пойдет. У того точно все получится. Тот уже в 1,5 года все мог. Акела только после 4. Акела поздноватый такой волк. Все замело, надо будет чистить, покупать соляру на трактор. Ехать, да, все чистить здесь. Скоро морозы. У меня, если честно, в голове было вот Арюшку повязать Акелой. Но не вижу смысла тогда, если у нас луйка потекла. Конечно, лучше луйку тогда повязать первый раз. Вот волком. А потом, конечно, у нее жених акула или йети. Других вариантов у нее нету. Ну, может быть, когда-то в будущем. А так, как бы вот... Может быть, от Арии дети будут женихом ее. Но именно для охоты надо, конечно, немножко подразбавить луйку. У нее... ярко выраженная волчья кровь. Особенно в лесу. Он сидит. Поэтому сейчас предстоит у меня задача решить эти вопросы все. Все взвесить, 1000 раз обдумать и только потом принять решение. Тайга у нас из-за Кубы не угомонится. Кубу пересадил сюда, так как там сейчас... В большом вольере луйка сидит. А куда посадил Умку, в соседний, там у нас Вега параллельно. И они вот там собачатся так, что, ну не дай бог, надо Веге спокойствие. И вот пересадил сюда. Конечно, и Синайчика надо отсаживать, так как он уже бедненький весь, не знаю, затасканный, так сказать. Но пока здесь вот так вот решил. Надо будет думать по вольерам тоже, все рассчитывать на весну, на март-апрель. Таких вольеров нам десяток нужен. Каждый вольер примерно 200-250 тысяч выходит. Это, я не помню, с работой, без работы. Поэтому такие дела. Вот таких вольеров еще нужно десяток будет. И вот этих 2 больших вот таких же будут строиться. У нас сбор будет, скорее всего, на весну тоже. Где-то, может, февраль-март. Вот, кстати, колышки уже отмечены, как вы можете заметить, на эти вольеры. И вот с этой стороны, и с этой. Вот будут строиться. А 10 вот таких
мы будем, скорее всего, уже на ту территорию перевозить. И там будет для кабанов тоже место определенное. Надо будет все чертить, смотреть. Эти заборы еще соседи не поставили. Листы хотя бы прикрутить. Вот мы разделились по работе. Мы вот эту часть, они хотя бы листы, чтобы сделали. Ну вот 2 месяца уже прикручивают. Мы с Сергеем там, ну Сергей в основном, я вначале помогал. По-моему, за 2-3 дня все закрутили. Если я не ошибаюсь. Вот это все. А они вот уже 2 месяца делают, все не могут. И то там то криво, то непонятно как, то вверх, то вниз. Я там постоянно хозяину звоню, соседу, что такое, что косячит постоянно. Ну ладно, не суть. В общем, поэтому у кого есть желание помочь, привлечь больших спонсоров, буду очень благодарен, потому что здесь действительно своими силами очень тяжело сделать. Тем более у нас монетизация на ютубе уже практически как год не работает. И у кого есть желание будет все это дело организовать, помочь, буду только рад и благодарен. У нас есть кое-какие планы еще, но посмотрим. Не хочу их говорить, потому что вот как скажу, потом теряются люди. Поэтому как только что будет известно, так сразу вам всем все расскажу. Так. У нас вечерняя кормежка. Сегодня конина. Как обычно, пока чистил снег здесь, у нас у Вольника Йети, чистый западник, отобрал еду. Да, Вольничек, тихо, ну не открывай ты. Пойдем забирать у него. Пойдем. Пойдем забирать у него. Ах ты хулиган. Ну-ка отдал. Ну-ка бегом. Ешь. Давай, иди. Смотрите как. Так, Вольничек, тебе надо. Идем, тихо. Полковник, смотрите, агрессии у него на меня нету. Но, естественно, другой никто так не сможет сделать. Все, в уголку. Ужинай. Это у нас конина. Не помню, говорил, нет. Вот они, два коня. Смотрите на них. Здоровяка. Все едят. Волкам побольше. Валендам и западникам чуть поменьше. Этим, кстати, так же, как и волкам даю. Достаточно. Прям много-много, потому что они рослые, крупные. И должны питаться тоже, соответственно, побольше. Хотел еще сказать, дорогие друзья, про телеграм-канал. Опять гоняет он. Забирает он у фури. Или она ему не отдала, не знаю. В общем, хотел сказать про телеграм-канал. У нас там целая команда, как вы знаете, администраторов. За это им огромнейшее спасибо, так как они работают на безвозмездной основе. Я хотел, чтобы вы по максимуму поддержали все-таки не только, да, парк волков, подписка, но и также наших администраторов. И сделали подписку в телеграм-канал, так как они работают, трудятся как пчелки. И постоянно очень много интересного всего публикуют. Не только о волках, а вообще обо всех животных. У нас есть рубрики, у нас есть конкурсы, розыгрыши. Так что вступайте, поддержите нас. Буду очень благодарен вам. И также мы все там узнаем первые новости, так как это очень быстро сделать, как я уже говорил. Взял кружочек, заснял или какую-то инфу скинул, и все. Информация есть. Пока на YouTube дойдет, пока мы отредактируем, пока то все, это будет очень долго все. И также у нас есть платный телеграм-канал Luxury Wolf. Ну, там уже в телеграме можете это все посмотреть. Там постоянно публикуется об этом. Ну, раз в неделю точно, по-моему. Может, раз в 3 дня. Если честно, я не помню уже. И также у нас есть чат от BCW. Вы можете задать любой вопрос. Раз в неделю я отвечаю на эфире на ваши интересующие вопросы. Вот, так что спасибо заранее за подписку. Всем благодарен. Давайте поснимаем Вольничка.
Ешь, ешь. Ты как уже пол этого съел. Вот он настал победителем мира от белки и дара. Кстати, сейчас, ну не сейчас, ну сейчас, да, должна уже скоро родить белка, мать его. Также дубль вязка, белка дар. И кому интересно, пишите в WhatsApp. Номер привязан в описании. Бронируйте щенков. По Веге уже запись была. По пуле дары тоже в этом году, по-моему, уже повязали. Память закончилась. Получились хорошие пометы, я бы сказал бы отличные. Раскос глаз, саморослость и в принципе, ну вот меня вольник, вот по всем параметрам, вот Валенда, он меня устраивает. У него длинные ноги, у него хорошая черепная коробка, у него есть баки, он проявляет в лесу интерес очень сильный, да, хотя ему 10 месяцев, он вот с детства просто интерес проявлял. Под ногами никогда не тусовался. Вот мы ходим в лес, он всегда вот наравне с западниками сейчас ходит. Хотя западники, они пораньше развиваются. Валенды вообще могут и... Они как восточники больше. Хотя тоже не угадаешь. У кого-то там в 4 месяца, да, начинают работать, а у кого-то в 1,5 года. Поэтому здесь все зависит от самого щенка, от самой собаки и, естественно, от самого хозяина, как он будет таскать его в лес и как будет обучать это животное. Так, по экстерьеру, ну что, он победителем стал, хотя они конкурировали с лордом. Лис и Баунти почему не стали на первые ряды? Скорее всего, у них не хватило послушания. Вот. Так бы тоже, возможно, какие-то такие первое, второе, кто-то из них бы на каких-либо выставках занял. Но именно на чемпионате мира стал у нас вольник, второй лорд. Поэтому такие вот дела. Красавец, вольник, красавец. Очень добрый, очень любит меня, любит людей, ласковый. Ну, естественно, чужих он, ну, пока не признает особо. Вот так в лесу, если встретится, он облаивает, он не подходит. Вот, все-таки волчья кровь, она в этом плане играет. Ну, вот это как раз выведение линий Михаила Анатольевича Овчаренко. По белке стороне там Александра Зубова линии идут Палаи. И вот эта вязка, белка и дар, это имбридинг шел на Альхона. Альхон это гибрид в первом поколении, как у нас Ария. Очень красивый, похож на волка. И вот они сделали, ну, по моей, конечно, инициативе, сделали вот такую вязку. И им понравился, что Василию, что Игорю понравилось очень вот этот помет весь. И вот решили сделать дубль вязку. Да, вольник? Вот он как раз по всем параметрам, вот он настоящий Воланд. Его не спутаешь с лайкой. Никак. Ни в лесу, ни где-то на выставке. Вот когда приходили, сразу видно волчья кровь в нем. Она присутствует. Если там у лорда, у Баунти, у Лиса где-то все равно проскальзывает, да, западно-сибирская лайк. Хотя лично вот у Лиса, да, он мне вообще западную сибирскую лайку не напоминает. Он вообще другой. У него ушки аккуратненькие, баки, он больше у него в таком волчьем типе. Просто если были, конечно, желтее глаза, например, и серей, то волк волком бы вообще был. И хвост у него вообще не закручивается, у Листара. Ты чё опять лезешь сюда? Ну-ка не лезь. Нет, нельзя. Поел, все, хорош. Эх ты кабан какой, не лезь к нему. Это ж, смотрите, аж начал торопиться. Не лезть. Вот у них разница в 2 месяца, это все-таки еще его бьет пока. Да? Ну, скоро отсаживать вас будем, а то вы вообще передеретесь так, что потом вас это не соберешь по частям. Да? Не лезь. Не лезь. Едьте. Ну-ка не лезь.
Но он пока покрупнее выглядит, Йети. Я думаю, у нас вольник вырастет, потому что ему, 11 вот будет. 11 месяцев ему будет. Он еще раздастся все равно. Этим-то уже год и месяц скоро. У них 2 месяца разница.